Аца. Фамильные знаки для осетин представляют особую гордость. Мы их называем тамга. Тамгой она называется и у многих других кавказских, и не только кавказских народов. И я в этом очередной раз убедился, когда мы проходили в одной из комнат нашей телекомпании, и ты как раз увидел эти фамильные знаки, увидел свой. И я увидел гордость в твоих глазах и понял, что нам нужно с тобой подробнее об этом поговорить. Так что давай сегодня, я думаю, именно об этом и поговорим, о том, что такое тамга, фамильный знак и где эти фамильные знаки использовались. И сама по себе тема фамильных знаков или каких-либо фамильных обозначений, она сегодня не так уж и раскрыта. И можно даже сказать, что не у всех есть должное представление о том, для чего это нужно было, как это использовалось и почему такие примеры встречаются не только у одного народа, а наоборот, скорее роднят все народы как Северного Кавказа, так и южной части Кавказа. И не только, и Крыма, и Поволжья, и Казахстана. То есть там, где эти тамги встречаются. Ну и в разных своих интерпретациях. Да. Вот мы про это и поговорим. Попробуем обсудить историю появления этих символов, знаков. Попробуем понять, в чем была их основная цель, задача. И как-то это наложить на реалии Северного Кавказа и, в частности, Северной Осетии. И, как оказалось, вот ты один пример привел актуальности этой темы. Я столкнулся с другим примером, буквально вот на просторах интернета. Смежные темы, я понимаю, что у многих даже нет понимания, что в принципе осетин можно ассоциировать с вот как раз-таки культурой тамги или фамильных родовых знаков. То есть встречается и, скажем так, такой контингент людей, которые считают, что это какой-то пришлый элемент, и он не имеет прямого отношения к осетинской, индоевропейской культуре. Даже вот так можно сказать. Поэтому актуальность этой темы вызвана необходимостью, как минимум, освещать такой вопрос, что это обязательная часть, я бы даже сказал, древней истории нашего народа, которая также связывает нас и с другими народами. И, как ты правильно заметил, не только Северного Кавказа. По маленькому числу экземпляров этих фамильных знаков, или кто-то называет это гербами фамильными, соответственно, научные деятели делают какой-то вывод. На Кавказе, на Северном Кавказе тамга фамильная или родовая встречается чуть ли не повсеместно, как минимум, если взять Центральный и Западный Кавказ, практически у всех народов, которые на этой территории проживают, мы тамгу встречаем. Естественно, у кого-то она была более распространенной, у кого-то менее распространенной. Причем сразу, вот, наверное, надо сразу обозначить, что это встречается не как, скажем так, элемент фамилии, который украшают, которым украшают дом, а это элемент или символ, который может быть где угодно, на посуде, на каких-то вещах, то есть на объектах материальной культуры. Причем, наверное, также стоит обозначить, что можно благодаря наличию или отсутствию тамги говорить о развитости социальных отношений, феодального строя, соответственно, в обществе. Это вот как, наверное, отдельная ветвь понимания необходимости вот этой культуры клеймения, вот так будем говорить, да, тамга же еще переводится как клеймо, с тюркских диалектов. Клеймо, символ, как бы мы это ни переводили, суть это одна. Это какой-то знак, которым хотели что-то определить или что-то обозначить для себя. И если мы говорим про то, кому принадлежал этот знак, то, наверное, это, конечно, было еще очень важной частью, скажем так, стратификации общества. Но это, наверное, уже на более поздних этапах истории. Да. Пока же нам нужно обозначить, когда, в принципе, это понимание тамги появляется и благодаря кому появляется. Хотя вывод здесь сделать сложно. Но ты обозначил важную мысль, что тамга для индоевропейских народов – это чуждо. Вернее, это не твоя мысль, это мысль комментатора в интернете. Вот ты с этим крайне не согласен. Ну, я не совсем индоевропейских. Там комментарий был с посылом на то, что, опять же, я это так понял, что не вся Осетия сегодня точно понимает или точно ассоциирует свою историю с вот этой самой тамгой. То есть кто-то называет это кавказским влиянием, кто-то называет это пришлым тюркским влиянием. Да? Действительно, у этого есть, конечно, тюркские корни, как минимум, слово, да, которое переводится с большей части тюркских языков именно таким образом. Но это в том числе неотъемлемая часть истории
осетинского или индоиранского народа. И об этом свидетельствуют и письменность, и объекты материальной культуры, которые у нас встречаются к концу первого тысячелетия до нашей эры и относятся еще к сарматскому этническому субстрату. То есть у сарматов вопрос тамги, он, конечно, был такой же, как и у других народов. То есть он присутствовал. И вот эти разные племена, которые, возможно, не всегда имели сходное этническое происхождение, но все-таки были одним племенным субстратом, они пользовались тамгой. И вопрос тамгообразования у них был тоже такой же принципиальный, как и у ряда других народов. И у этого есть несколько версий, несколько гипотез. Есть предположение, что вся эта культура, опять же, как я и сказал, клеймения, она пошла еще со времен Боспорского царства. То есть это вторая половина, ближе ко второй половине первого тысячелетия до нашей эры. В этот промежуток времени как бы Боспорское царство, оно имеет также неотъемлемые связи с Ближним Востоком. Конечно, это все распространяется, но как факт. Вот там появляется вот эта вот культура символизма фамилий и родов. И потом она распространяется. И распространяется в том числе в сарматский мир, который заселяет тогда степи, причерноморские степи. Поэтому говорить о том, что это как-то не актуально для осетин или для их истории, нельзя. На какой бы стадии мы не рассматривали эту историю, вопрос фамильной символики, он как бы, или вопрос тамги, он как бы преследует культуру на протяжении всего его существования. То есть из-за того, что долгое время осетины уже использовали тамгу, мы можем говорить, что это даже не пришлый элемент, а можно сказать родной. Да. Ну, и если он и стал в какой-то момент пришлым, то это очень давно. Это очень давно. Как ты правильно сказал, проблема этой темы в том, что очень мало письменных источников, которые раскрывают суть этого самого явления, которые объясняют, что это за символ, какова история этого символа, есть ли в нем какое-либо значение. Вот. Ну вот нам нужно, необходимо обозначить для наших зрителей и вообще для понимания этой темы, что такое тамга. Многие это представляют ввиду того, что видели когда-то эти символы, что это просто герб фамильный, который использовался там на свадебных мероприятиях или на других семейных празднествах. Да. Опять же, в зависимости от периода, так оно и есть. Ну, да, но мы говорим уже о более позднем этапе, если говорим о различных мероприятиях. Но даже при том, что на этих мероприятиях этот герб использовался, тамга использовалась и в других случаях, и в более поздние этапы истории. Но вот почему я говорю, что нам необходимо внести понимание, когда тамга появилась и почему она появилась. В первую очередь она появилась из-за развития скотоводства. То есть, когда уже появляется скот, который нужно постоянно перегонять, или возьмем мы табуны лошадей, вообще с лошадей даже, правильно будет сказать, что это все началось, тогда и появляется тамга, тогда и появляется культура клеймить лошадей. Во-первых, ты этим самым защищаешь свой скот, даешь другим понимание, что это твое имущество, именно, наверное, табунами лошадей, именно скотом мерились богатствами. То есть, как много у тебя лошадей, как много у тебя скота, так много у тебя, в принципе, богатств. Это во-первых. Во-вторых, если ты говоришь, что это твое имущество, ты автоматически защищаешь это имущество от кражи. А скот крали во все времена, наверное, очень часто. Кстати, мы о скотократстве тоже должны будем поговорить уже в более поздние этапы истории. Вот, между прочим, этот пример, возможно, является... Вот если почти все, что мы сегодня будем говорить, оно будет носить, опять же, такой статус гипотезы, которая, к сожалению, пока гипотеза, которая имеет ограниченную аргументацию, то вот факт того, что клеймо или тамгу использовали для того, чтобы как-то определить свою собственность, то есть частное владение, собственность, он однозначный. И он однозначен для всех народов, потому что, как мы сказали в самом начале, действительно ее наносили как на предметы нематериальной культуры, так и на скотину, что, конечно, в первую очередь означало, что это часть собственности, частная собственность. Вот, поэтому тут, да, тут других каких-то версий быть не может. И благодаря тамге или клейму можно было также подтверждать, чуть ли не сказал, знатность. Можно было подтверждать хорошую породу лошади, чаще лошади, уже реже крупнорогатого или мелкого скота.
И какие бы мы периоды истории ни брали, последние века до нашей эры или первые века уже нашей эры, берем раннее, позднее Средневековье или уже там, развитие феодальных отношений на Кавказе, там, во времена уже те, когда аланы, остины были в горах. Клеймо, тамга, она очень нужна была для того, чтобы клеймить скот. То есть подтвердить, что это твое имущество. И вот давай поговорим, наверное, сейчас, что кража скота, она была очень частой. Причем это не просто было так, что забирали скот, там, крали и все. На этом все не заканчивалось. Грабители, они разным искусством владели. И перекрашивать, и исправлять, соответственно, тамгу. Поэтому очень важно было правильно это все сделать. Дело в том, что само по себе клеймение или, опять же, процесс нанесения таврения, процесс нанесения тамги, да, то есть какого-то фамильного знака, это действительно это способ, как мы уже выразились, и как бы очертить свои границы, и подчеркнуть свою частную собственность, и подчеркнуть качество той же скотины, ее породу, происхождение и так далее. Причем, кстати, у этого есть даже какие-то письменные источники. Вот есть даже сведения о тех партиях коней, которые доставляли еще в государство российское в период 17 столетия. Да, русские писари не как бы сообщали о том, что это были как раз-таки породистые лошади, подаренные народами Северного Кавказа. Ну и тоже они были клейменные, то есть с фамильными знаками или фамильными символами. Но снова вот эта мысль, если в начале всей этой культуры, и где тут начало, тоже тяжелый вопрос, это было в эпоху аланского государства, или в принципе Алании, и в эпоху сарматов, да, то есть понятие тамга, она была все это время. И все это время ее использовали. И на протяжении веков неизменным оставалось, наверное, только одно, что это некий символ, которым ты что-либо можешь присвоить себе или обозначить это, скажем так, собой, своей фамилией. Но вот в период уже феодального рассвета на Кавказе у народов Северного Кавказа, в том числе осетин, конечно, это еще и статус фамилии. То есть это очень важно. Не то, чтобы у каждой фамилии одновременно появляется какой-то свой символ или какой-то, скажем так, свой герб. Да, кстати говоря, 18-19 века, даже еще раньше, 17-й, мы однозначно можем сказать, что этот символ несет геральдическую функцию. И, конечно, так как этот герб фамилии, он должен представлять какой-либо род. Теперь вернемся к моей реплике. Почему не каждая фамилия и не одновременно это появляется во всей Осетии? Тут даже вот логически, вот так, если подумать, сразу все как бы встает на свои места. Потому что не у всех была такая возможность. А чем объясняется эта возможность? Этим занимались тоже люди, кузнецы, ремесленники. Причем, кстати, справедливое замечание, во многих работах оно тоже подчеркивается, что тогда на Кавказе и у разных народов не то чтобы хорошо было развито ремесло. Оно было развито, но хороший, опять же, кузнец – это в первую очередь вопрос хорошей оплаты. И что бы он ни делал, оружие, орудия труда, пряжки, сбруя, что бы ни было, да, то человек должен это сделать. За это надо оплатить. А оплатили тогда немало за такую работу. Конечно, не каждый мог себе позволить, опять же, элементарно обратиться к ремесленнику. Поэтому в определенный момент времени, в угоду феодальной формации, конечно, вот эта геральдическая функция тамги, она стала, наверное, такой очень важной частью всей истории символизма. А возвращаясь к вопросу символизма, вот здесь все гораздо труднее. Разные исследователи, разные авторы пытаются и пытались всегда найти в этом смысл. То есть, что это не просто символ фамилии, а постараться понять, что он означает, как его можно объяснить. Многие сразу были согласны говорить о том, что это однозначно какой-то эзотерический, опять же, у этого есть подтекст, то есть тем самым подтверждая их магическую или тотемическую функцию. Опять же, каждый исследователь, который даже пытался с другой плоскости изучить этот вопрос, он как бы не отрицал того факта, что в это вкладывали еще какие-то суеверные понятия. В этот же список можно
двух очень таких именитых исследователей этого вопроса включить. Это Лавров и это Яхтанигов, которые пытались как минимум очень подробно изучить не только тамги какого-то одного народа, А сравнить, да, у всех народов Северного Кавказа. Да, то есть колоссальная работа. Да, действительно, они составляли разные сборники. Вот Лавров составил более 1384, по-моему, если я не ошибаюсь, знаков, точнее символов. Смог выявить у них, кстати, даже некое сходство. То есть вот здесь одна из самых больших заслуг, кстати, самого Лаврова в том, что вот эти вот его изыскания привели его к мысли, что большая часть этих знаков, она имеет нечто схожее. То есть за основу берется какая-то одна геометрическая фигура. И вот об этом можно сейчас поговорить. Действительно, разные геометрические фигуры присутствуют. Это и прямоугольник, и треугольник, и круг, полукруг и, соответственно, множество других фигур. Кстати, крест встречается, звезды различные. Но раз у нас выпуск об астинской тамге или использование тамги астинами, то стоит сказать, какая геометрическая фигура лежала в основе астинской тамги. Это круг. И вот многие исследователи связывают этот круг с Солнцем, соответственно, солярный символ. И действительно есть огромное количество подтверждений, что в этом этногенезе Сармата Алана Астинском Солнце нашими предками почиталось очень сильно. Но, кстати, исследователи находят солярные символы в тамге не только астинского народа, но и соседей для нас. Это карачаево-балкарский этнос. Вот там солярный символ тоже используется активно. И вот как раз один из исследователей Яхтанингов, он считает, что это все не случайно, что как в этногенезе астинского народа, так и в этногенезе карачаево-балкарского этноса участвовали аланы. И именно из-за алан солнце послужило основой для тамги многих фамилий. Вот как раз круг – основной символ. И, кстати, геометрическое сходство фигур между не только разными фамилиями, но и даже разными этносами, оно перекликается, наверное, на шаблонах одних и тех же геометрий. То есть вот ты сказал, что солярный диск, да, то есть некая идеология Солнца присутствовала у многих народов, это правда. Причем народов разного происхождения. Но у осетин тоже было очень много разных шаблонов распространенных. То есть это двузубец, это трезубец, это П-образные символы. Подтверждение знатности. Да, подтверждение знатности. Кстати, интересно, что были, скажем, прецеденты, когда один символ фамильный или его последователь фамилии мог видоизменять тамгу, добавляя к ней какие-то небольшие элементы. Притом сильно изменять, там полностью менять тамгу было запрещено, а вот добавлять это небольшие элементы, это можно было. Да, малозаметный какой-то элемент, который как бы лишь чуть-чуть будет ее отличать от исходного, скажем так, материала. Ну вот, кстати, по поводу двузубца, трезубца, он же используется многими знатными родами не по всему миру. То есть фамильным гербом Рюрикович там трезубец тоже используется. Ну да, как знаешь, символ власти, в том числе. И на Кавказе тоже трезубец, двузубец используют только у таких самых сильных фамилий. Вот, кстати, возвращаясь уже к истории моей фамилии или фамилии, в принципе, Бадилят, если уже мы так берем. Вот, с одной стороны, можно сказать, вот Кубатиевы, да, тоже как будто бы перевернутый такой трезубец, ну, скорее тоже с П-образной такой формой. У Абисалова, кстати, вот у моей фамилии конкретно, тоже необычный, я бы даже сказал, очень необычный символ, потому что, не потому что моя фамилия, потому что напоминание некой окружности, которая как будто бы на некой такой подставке с отдельными витками, то есть идет. И своеобразная тоже иллюстрация. Как я и сказал в самом начале всего этого разговора, конечно, и у других народов были действительно очень похожие символы. Можно буквально там пофамильно сравнивать это с разными другими народами и вот видеть это очевидное сходство. И это нам дает возможность не только говорить о возможном, как бы так сказать, генетическом родстве. Да, вот, опять же, это все исследовательская терминология, не то, чтобы я сейчас это выдумал.
Многие пытаются, не пытаются, говорят о том, что вот благодаря изучениям тамги можно говорить действительно о генетических пересечениях между народами Северного Кавказа. Объяснять наличие разных фамилий, точнее одинаковых фамилий у разных народов. Объяснять как минимум факт их взаимодействия. Давай не будем забывать еще про культуру куначества, атавычества, которая всегда являлась очень важным элементом связи разных народов. Она создавала условия, как минимум, коммуникации и в будущем культурного обмена. Вот, кстати, о куначестве, о гостях считалось очень престижным, если гость в твоем доме, например, на дверях, вот в Дигории огромное количество таких тамга нашли на дверях, если гость вот в знак благодарности оставляет свою тамгу. И в Дигорском ущелье как раз вот благодаря, наверное, гостям именно огромное количество таких фамильных знаков было найдено. То есть мы еще можем говорить о том, что тамга играла роль не только там фамильного символа, герба, но еще и как подпись, печать. Мы, раз уж ты и это вспомнил, да, в Дигорском ущелье действительно в селении Галят сохранился вот этот вот фрагмент деревянной двери, на которой было высечены разные фамильные Более тамги. нескольких десятков, по-моему. Да, и какие-то из них хорошо разглядываются, ну, в частности, конечно же, их легко определить, я об этом говорю. Какие-то не совсем просто определить. Факт, кстати, в том, что на этой же двери в Дигории, которую нашли в замке Галяцком, кстати говоря, который по одной из версий построен как раз-таки тоже представителем фамилии Бадилят, Битуевым уже. И вот интересный факт, что на этой самой двери присутствовали также фамильные знаки и балкарцев, и кабардинцев. То есть о чем это свидетельствует? О том, что кабардинские какие-то фамилии или балкарские фамилии, тоже знатного происхождения, также посещали, тоже, опять же, некий культурный обмен, да, и оставляли там вот этот самый свой символ. И, как ты правильно выразился, для любого хозяина, любого дома это был некий, ну, будем так говорить, некий комплимент. Ведь это подчеркивало его гостеприимность. А это культура гостеприимства всего Ну, Северного я об этом и Кавказа. говорю. Для изучения межкультурных связей, которые были в позднее Средневековье, уже новое время, тамга, конечно, огромное значение имеет. И огромное значение она имеет для изучения, в принципе, фамилий на Кавказе. На Кавказе мы знаем, что одна фамилия может встречаться у нескольких народов. И многие, например, кабардинцы или балкарцы, у которых фамилия имеет остинское происхождение, они об этом знают. То же самое с остинскими фамилиями, которые кабардинское или балкарское происхождение имеют. Ну, например, Кайтуковы – это и фамилия, которая именно кабардинское происхождение имеет. Этот факт был известен, потому что передавался из поколения в поколение. Но вот особым подтверждением как раз являлась тамга. Тот же Лавров дает объяснение и сравнивает тамгу, которая была у кабардинского рода Кайтукиных в, соответственно, Кабарде, ну и, соответственно, у остинских уже Кайтуковых. То есть, ну, практически одно и то же, там, за исключением нескольких, там, я бы даже сказал, маловажных деталей. Хотя, наверное, маловажных говорить не совсем корректно, потому что есть еще и фамильные знаки, которые между собой так сильно похожи, но при этом понятно, что имеют они не общее происхождение. Вот смотри, ты вспомнил пример галяцкой вот этой деревянной двери, которая является одним из двух, по факту, единственных таких вот материальных свидетельств существования иллюстрации определенного иного количества фамильных знаков. Второй такой пример уже мы адресуем в сторону селения Заманку, где также был найден фрагмент с расписанными фамильными знаками. Вот. И тот, и другой пример собирает определенное количество вот этих самых символов. И в каком бы сравнении мы их не приводили с другими фамильными знаками, ну, я имею в виду наших соседей, ну, разница, она прям большая. То есть любой исследователь, снова вернемся к работам Лаврова, да, в любой, так скажем, статистике подсчетов, которую он ведет, ну, на первом месте там будет однозначно кабардинский. Да? То есть от кабардинских фамилий их символизм он лучше сохранился. То есть иллюстрация этих символов.
А осетины, они будут плюс-минус как раз-таки на уровне с, ну, тоже карачаево-балкарским этносом. То есть по количеству вот этих фамильных символов не так уж и много сохранившихся вот этих иллюстраций. Вот. И это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно это могло быть присуще не всему региону. То есть это было присуще, возможно, даже определенным горным обществам. И также было связано, сначала мы думаем, что это, скорее всего, связано с географией, вспоминая, что тоже Дигурское ущелье занимает центральную часть хребта, как и Балкарская, Верхняя Балкария. И, разумеется, их там разделяет небольшой перевал, условно. Но нет, ведь дело не только в этом, потому что есть примеры и Тагаурского общества, фамильных знаков и так далее. Дело еще и в том, что это касалось также феодальной части, феодального влияния, жизни. Да, Да, то есть это как бы такое доказательство того, что это не просто фамильный символ, это действительно герб. Это герб не любой фамилии, а, по всей видимости, герб, который должен также подтверждать некую знатность. Вот. И эта знатность, конечно же, она также подтверждается не только внутри одного народа, но и также за пределами. То есть это... Тут я могу привести несколько интересных таких примеров, то есть специфику отношения кабардинцев и осетин, даже феодальных отношений, разные авторы описывают по-разному. Но многие называют это даже вассалитетом, по большей части фамилии. Сейчас... Мы же назовем союзом. Да, правильно. Мы же назовем союзом. Ну, какие бы влиятельные кабардинские князья не были там, да, конечно же, они были вынуждены, скажем так, учитывать интересы осетинских князей. И наоборот. То есть вот этот фамильный герб, он как бы как раз-таки подтверждал, даже не так. История взаимодействия этих самых гербов, то есть где на дверях найдут, там кабардинских, тут осетинских, где что, оно дает нам понимание, что это действительно был некий союз. Вот, на взаимопонимании статуса, привилегированного статуса как той, так и этой стороны. И это тоже важно, потому что с этой стороны тамга дает нам изучить социально-политический аспект обществ. Ты интересный пример привел по поводу того, что тамга в Осетии присутствует в основном в Дигорском обществе и в Тагаурском обществе. Ведь тут тоже социально именно политический аспект, а не аспект географии. Именно эти общества больше всего контактировали с Кабардой. И благодаря им, наверное, и тамга попала в наше общество. Ну да, я в самом начале это сказал, что эти фамильные гербы, они имеют в первую очередь именно социальный аспект. То есть с развитием социальных отношений, с развитием феодальных отношений тамга стала становиться все еще более популярной. Но давай еще поговорим на уровне народа, какое тамга имело значение. Как я уже сказал, животных таврили практически всех, причем интересны примеры, что в одном роду, где одинаковая тамга идет, но при этом уже разным людям этот скот принадлежит, что делали, как с этим справлялись, чтобы обозначить, кому какое животное принадлежит? Просто в разных местах тела. Кто-то, значит, выбирал левую ляжку, кто-то правую ляжку животного, и вот так с этим разбирались. Таврили обычно в начале года, перед сезоном, причем сопровождалось это массовыми мероприятиями, празднествами, накрывали большой стол, приглашали гостей и смотрели за тем, как клеймят животных. Вот один из исследователей, кстати, Пожидаев, по-моему, его фамилия, он тоже большой вклад внес в изучение тамги на Кавказе. Он сказал, что за животными никак не следили, не жалели, можно сказать, их, потому что ранка все-таки от тамги оставалась приличная. Но как минимум то, что клеймили в начале года, в холодное время, когда еще нет насекомых, все-таки говорит о том, что о животных думали в этот момент. Исходя из того, что клеймение таврения, оно происходило в начале года при огромном количестве людей, при потом огромном застолье, мы можем делать вывод, что тамга имела огромное значение. Перед тем, как я переключу внимание на то, насколько важно изучать эту тему, и даже не так, насколько важно было всегда обращать внимание и пытаться изучить эту тему для истории, историографии в вопросе изучения народов Северного Кавказа, я хочу сказать, что на самом деле вот этот, казалось бы, безобидный символ, который
по идее, должен объединять, даже не объединять, скорее наоборот, идентифицировать одну фамилию в этносе, выделять ее частную собственность, стараться подчеркнуть, скажем так, ее статус. Как раз-таки вот эта вот простая, будем говорить так, простая мода той эпохи, она становится причиной для огромного количества разных выводов о том, как народы взаимодействовали, каков был их быт, как развивалась их культура, какие имели они связи. И все это, конечно, приводит к важным выводам. И мы должны понимать, что символ тамга у разных народов в аспекте, опять же, проявления фамильного символа, в заявлении о себе как о некой фамилии или подтверждение своего статуса, везде одна и та же функция. И эта самая функция, она нас также роднит, и роднит, наверное, грубо сказано, но она отождествляет историю тамги и в других местах. И на территории, как мы уже поняли, исторического Боспорского царства, да, то есть на территории Средней Азии, где, кстати, это тоже более актуальный, наверное, вопрос. Ну, более-менее не будем говорить. Почему Просто, более актуальный? ну, опять же, мы же имеем представление происхождения слова на всех тюркских диалектах, да, что... И давай вспомним также эпизод Золотоордынского Кавказа. При которых тамга тоже использовалась активно. Причем она использовалась активно по обе стороны. То есть эта тамга использовалась, и, опять же, тут будут примеры как западной частью народов Северного Кавказа, так и однозначно и ханами. То есть это был символ, это была печать, это была роспись для ханов. Но это в первую очередь была тамга, так и именуемая тамга с их диалектов. Вот. И осталось же большое количество разных свидетельств, как мы изначально об этом говорили, в первую очередь материальной культуры. И тут мы сейчас вспомнили период 14 столетия, да? Но начинали мы с того, что это вопрос очень древний. Теперь вот это я хочу правильно проговорить. Действительно, наверное, в индоиранском мире понятие тамга – это не чуждое понятие. И оно было издревле. Оно было еще во времена до нашей эры. Оно существовало в сарматском быту. Кочевое, кстати, скотоводство. Ты сам сказал, да? Табунное коневодство, это, даже этот вопрос, ну, это уже более поздний период времени, даже этот вопрос вынуждал народ как-то выделять свою собственность. И это факт. Вот. Ну, вот мы берем сарматскую эпоху, было, аланскую эпоху, было. И вот, наконец, уже история народов Северного Кавказа. 14 и далее уже 19 века, вот в этом промежутке, она, наверное, приобретает свой рассвет. То есть вопрос тамги. Потому что если раньше мы не можем делать выводы о том, насколько это было важно, была ли у этого геральдическая функция, вот, а ведь она появилась в будущем в горных обществах, была ли у этого какая-то тотемически-магическая функция, как я уже сказал, многие исследователи лишь предполагают, кто-то даже не хочет это отрицать, но прям доказательной базы не существует. Это тоже все версия. И на протяжении всего этого времени это у нас есть, это нам не чуждо. Конечно, в период уже феодальной, расцвета феодальной формации, это уже мы говорим про промежуток там, 16, 17, 18, 19 века, приобретает новый смысл. Появляется гербовник, мы вот даже привели примеры деревянной двери, которая собрала с несколько примеров, энное количество примеров фамильных символов. И теперь становится очень важным атрибутом статуса фамилии. Теперь фамилия должна представлять, если она имеет знатное происхождение, она должна представляться таким символом. И если раньше такого не было, ну, понимаешь, в том же сарматском обществе такого быть не могло, в разноплеменном народе, который не имеет отношения к понятию феодализма. Да, но вот опять же, спустя много-много-много веков вот эта культура пришла вот в такое качество. Эти видоизменения, скорее всего, происходили у всех народов. И этим спичем я хочу сказать, что нет смысла отвечать на важный и, наверное, самый важный вопрос, откуда появилась культура тамги. Мы можем сказать, что это не пришлое. Мы можем сказать, что это также присуще для истории нашего народа во всех эпохах и проявлениях. Но мы также можем сказать, что, конечно, у этого есть и стороннее влияние, которое деформировало наши отношения к этому символу.
и привело в то качество, в котором оно существовало в период, когда происходила, скажем так, феодализация Кавказа. Вот это вот важная мысль, на этот вопрос мы, наверное, ответить так не сможем однозначно. В том числе из-за отсутствия еще и письменности. Как всегда, это упирается вот в такую проблему. В любой эпохе, если мы говорим про историю нашего народа, это всегда для нас большая проблема. Я думаю, ты достаточно грамотно завернул абсолютно все выводы по Тамге и по нашей сегодняшней беседе. Я думаю, мы, насколько это возможно, при отсутствии достаточного количества источников и объемных источников, мы постарались с тобой раскрыть эту тему. И ответить на вопрос, является ли это частью остинской культуры? Мне кажется, однозначно. Однозначно. В какую бы мы эпоху ни брали, просто в каком качестве мы на это смотрим, да, это вопрос. Но является ли частью? Однозначно. Ну, как я уже сказал, тема тяжелая, и как ты сказал, тема тяжелая из-за того, что отсутствует достаточное количество источников, их пару десятков, но объемных книг, монографий у нас по этому вопросу нет. Так что мы надеемся, что в будущем они появятся, возможно, появятся благодаря археологам еще новые данные, и мы сможем более насыщенную беседу с тобой провести.